Подделка или оригинал? В преддверии праздников жители республики запасаются пиротехникой. Чтобы обезопасить людей от контрафакта, инспекторы провели в Уфе рейд. Как распознать подделку и избежать травм при запуске салюта, расскажет Полина Максимова. Без бенгальских огней и салютов не обходится ни одна новогодняя ночь. В предпраздничный период полки магазинов заполняются различными изделиями пиротехники, от безобидных хлопушек до больших фейерверков. И если для одних огненная забава – символ праздника, то для сотрудников МЧС это повод быть более бдительными. Можно сертификаты на изделия? Наличие сертификата не единственное требование. В ходе рейда сотрудники МЧС также проверяют условия хранения пиротехнических изделий. Взрывоопасные вещества нельзя размещать рядом с отопительными приборами. В магазине должно быть не менее 4 огнетушителей. При посещении мест реализации пиротехнических продукций мы обращаем на саму продукцию, на условия его хранения и реализации, в том числе и знание продавцов о требованиях пожарной безопасности при реализации этой продукции. В огромном разнообразии пиротехнических изделий очень сложно не нарваться на подделку. Во избежание ошибки в первую очередь необходимо осмотреть целостность упаковки. На ней не должно быть повреждений. Бумага низкого качества также служит поводом насторожиться. Здесь вот видите, вот блестящая фольга. Обычно подделки бывают, это бумага простая. Здесь, значит, видите, вот какая качественная бумага, скажем, глянцевая. А у качественной подделки обычно она простая бумага. Чтобы отличить подделку от оригинала, достаточно посмотреть на упаковку. Знак Таможенного союза говорит о том, что товар прошел сертификацию. Если у покупателя все же остались сомнения, он может попросить у продавца дополнительный документ. Приобрести качественный фейерверк – полдела. Также важно правильно его использовать. По технике безопасности поджигать фитиль нужно на уровне вытянутой руки. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 метров. Следовать инструкции необходимо и после использования салюта. Если он не сработал, подходить, а тем более поджигать его снова запрещено. Активированная взрывчатка может сработать в любой момент. Вот фейерверк отстрелял. Нам нужно обязательно подождать минут 10, пока он остынет, потому что он нагревается во время стрельбы. Где-то минут через 10 подходите, складываете в мусорный мешок и обязательно все это выбрасывается. Не сработавший фейерверк желательно опустить в воду на 24 часа, чтобы он отсырел. Новогодние праздники не только череда выходных. Это также повышенный риск и опасность. Дома или на улице развлечения и веселье не должны быть в ущерб здоровью. Полина Максимова, Тимур Каюмов. Новости. Уфа.